Если бы платье могло говорить, оно бы поведало много интересных историй, уверены организаторы фестиваля национального костюма «Золотая россыпь веков». Старинные чувашские наряды, современное ювелирное и кулинарное искусство, халат с инаугурацией первого президента Чувашии и платье Екатерины II из фильма «Гардемарины 4». Все это можно увидеть на выставке в Чувашском национальном музее. Межрегиональный фестиваль национального костюма «Золотая россыпь веков» посвящен столетию чувашской автономии. Он начался с экспозиции из фондов Всероссийского музея декоративно-прикладного искусства. Сейчас в рамках второго этапа фестиваля в Национальном музее заработала уникальная выставка. Ее главный посыл – обращение современных художников, в широком смысле этого слова, к традициям народного искусства. Все творчество современное, оно в той или иной степени, в тех или иных частях, элементах обращается к народному искусству. Почему? Потому что оно первично. Старинные национальные костюмы с уникальной чувашской вышивкой перекликаются с творениями мастеров советского времени, где тоже много ручной работы, а также с современными изделиями от кутюр Игоря Додиани, которые также славятся тонкой отделкой. Пайетки, бисер, стеклярус, бусины, золотые нити. Фантазия художника-модельера безгранична. Третий этап фестиваля зимой завершит визит известного историка моды Александра Васильева. Праздником рождественских вечеров, и такие, я так думаю, состоятся в этом году, и, надеюсь, будут традиционными. Эта выставка будет дополнена работами Саши Васильева. Он привезет 100 платьев, то есть это будет и как бы наше производство, и его как человека, который собирает эти вещи, показывает и так далее. Среди костюмов и платьев на фестивале «Золотая россыпь веков» можно увидеть и кулинарные шедевры чебоксарских кондитеров. Все эти композиции от иголки с ниткой до оборок свадебного платья сделаны из съедобных материалов. Именно наши мастера в течение 9 лет защищают честь России на международных соревнованиях. И именно чувашский этнос является визитной карточкой работ наших мастеров на чемпионатах мира и Европы. И сегодняшняя выставка уникально тем, что есть возможность увидеть эти работы, получившие награды высшей пробы. Еще один повод прийти на выставку – украшения. Здесь можно увидеть и старинные головные уборы, тухьяху, шпу и манисты, так и современные творения ювелира Владислава Николаева. Работы из серебра созданы по суваро-булгарским традициям, а в реконструкции головных уборов за образцы взяты серебряные монеты XIX века. Фантазия художника отсылает к истокам и древним легендам, например, о чувашских амазонках. Комплект «Амазонка». Тоже серебро, очень хорошего качества, бисер современный. Конечно, здесь он использует еще и драгоценные камни. Дамасскую сталь. Из ножен все-таки вытащили, чтобы можно было это все увидеть. Дополняют выставку образами фотоработы Ольги Шумаковой и различные изделия народных промыслов из фондов Национального музея. 8 сентября Национальный музей распахнул двери всех своих филиалов. Кроме выставки «Золотая россыпь веков» можно также посетить музей воинской славы, оба музея Сеспеля, литературный музей и, конечно, музей вышивки. Ирина Ромадова, Виктор Степанов, Владимир Синдеев. Вести Чебоксары.